Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года для козерогов. Посмотрим, что ждет на этой неделе. Так, карта сила у нас основная энергия. Это отношения, это работа и это финансы. Совет. Дополнительно достанем карты из колоды Ленорман для пояснения. 3 для отношений. Три для работы. И 2 для финансов. Итак, у нас основная карта – это карта силы. Замечательная карта, которая нам обещает как раз возможности. Обещает, что мы справимся с ситуацией, которая во внешнем мире находится, да, которая вроде бы от нас не зависит, но в то же время мы имеем возможности на нее повлиять. Кроме того, карта говорит еще и об отношениях, когда у нас в отношениях все гармонично. Когда мы справляемся с эмоциями, когда мы умеем строить отношения. Карта очень хорошая для творчества, для бизнеса, для зарабатывания денег. То есть просто замечательные открываются возможности, причем у нас как бы силы приходят, появляются как будто из ниоткуда. Эта карта, она очень часто как бы показывает, что у нас открываются какие-то внутренние резервы. Причем мы можем поступать как-то очень мудро. Может быть, даже для нас это иногда бывает как бы неожиданно, для нас самих даже неожиданно. В отношениях здесь выпадает рыцарь Пентаклей. Карта очень хорошая, которая связана с прочным материальным положением, безопасностью. Эта карта даже хороших, прям таких больших денег. Может быть, даже для кого-то будет поступление. Может быть, супруг ваш или вы сами в отношения приносите довольно-таки хорошую сумму, либо вот у вас просто такая стабильность, безопасность. Но все-таки у нас здесь карты Ленорман выпали, связанные с властью, с государственными учреждениями. Может быть, здесь, конечно, и будут какие-то покупки, приобретения, связанные, может быть, с недвижимостью даже, да, вот, может быть, будет оформление сделки какой-то, вполне возможно здесь. Для тех, кто, ну и вообще просто отношения будут очень стабильные, хорошие, взаимопонимание будет и такой комфорт, уют, очень такие приятные условия, все в порядке с едой и так далее. Для тех, у кого нет пары, выпадает карта башня, и здесь может быть вполне, знаете, какое-то знакомство, может быть, вот в государственном учреждении, допустим, или в суде, или, может быть, в налоговой службе. Ну, в общем, какие-то важные здания государственные, да, вот здесь, если вы будете посещать на этой неделе, если вот у вас есть возможность и доступ, да, то вот может встреча произойти там. Кроме того, эта карта связанная с какими-то ограничениями, то есть, может быть, для вас как бы вы считаете неприемлемым сейчас для себя почему-то по какой-то причине строить отношения. Может быть, прошлые отношения были какие-то сложные, да, может быть, были тяжелые отношения с супругом или развод, может быть, был или еще что-то такое, и может быть, вы пока еще просто не готовы. Может быть, и такая ситуация. А для тех, кто в паре, выпадает карта лилии, дополнительная, замечательная возможность для того, чтобы отношения как-то на новый уровень вышли. Вот, может быть, как раз у вас происходит улучшение материального положения, или вот на фоне вот этой стабильности вы чувствуете, что есть возможность даже улучшить и ваши отношения, вот именно взаимопонимание в отношениях улучшить.
Также карта очень часто связана с какими-то бумагами, законами, договорами, да, может быть, здесь что-то как бы будет связано как раз с оформлением каких-то документов, очень важных для вас обоих. Также это карта такого мира, да, когда мы довольны друг другом, когда мы очень мудро себя ведем. В общем, это такой вот зрелой любви у нас карта. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта перекресток, скорее всего, у вас будет возможность помириться, но для этого нужно избрать правильный путь, правильный подход найти к человеку. В общем, какое-то решение, может быть, важное придется вам принять. И вот, скорее всего, вы пытались ограничить как-то как свободную волю партнера, либо он на вас так влиял. И из-за этого, скорее всего, возникла ссора. Так вот, есть возможность договориться, есть возможность помириться, как-то устаканить, да, вот эти отношения. Для работы выпадает карта старшего аркана смерть, и здесь, конечно же, какие-то перемены большие. Причем, смотрите, вот здесь у нас между двух колонн солнце поднимается. Эта карта говорит о том, что какой-то новый проект, либо новая должность, либо новая работа у вас прям уже на подходе. Скорее всего, вот эта неделя, она может быть трансформационной, может быть, даже вы еще как бы в реальности не почувствуете изменения, но они будут происходить на внутреннем плане, это точно. Для тех, кто в поиске работы, как раз вот он может получить работу, может быть, еще не на этой неделе приступить, но то, что заканчивается этот период поисков, и вы находите уже свое место как бы в социуме, да, в профессии, это точно. Для тех, кто работает, здесь выпадает дополнительно карта женщины. Это как раз неделя, которая будет, видимо, не очень легкая для вас. Скорее всего, вы будете сложно вот этот период переживать, но карта говорит о том, что беспокоиться не о чем. Даже вот если вы прислушаетесь к себе, к своей интуиции, вы поймете, что просто необходимые перемены, что это нужно было для вас, что для вас это только к лучшему в будущем будет. Это возможность что-то реализовать, как бы то, о чем вы давно мечтали, что-то новое, какие-то свои таланты, способности, какие-то новые планы реализовать. Для тех, у кого свое дело, выпадает дополнительно карта якорь. Эта карта говорит о том, что, скорее всего, у вас действительно тут перемены, и вы ставите какие-то дальние цели. Либо вы начали ее уже реализовывать, вот эту цель, которая у вас давно была поставлена. И вот вы, может быть, даже и не думали, что сможете это все начать реализовывать. Кроме того, карта настойчивости и решительности, да, когда одно заканчивается, нужно начинать очень быстро и смело другое. И для этого у вас уже должен быть заготовлен план. Кроме того, здесь, знаете, какие-то надежные условия у вас могут быть вот в новом проекте. Какая-то надежная, стабильная ситуация вполне стабилизируется, да, вот может быть, вот за этими переменами придет как раз вот такое вот успокоение, уверенность в себе, уверенность в ситуации, в жизни и так далее. Вообще такая хорошая карта стабильности. Кроме того, так как здесь у нас море тоже частично присутствует на карте, вода, да, это возможности раз, и память, прошлое это два. Может быть, даже кто-то будет возвращаться к прошлым проектам, и они принесут как раз вот пользу, удачу. Для финансов выпадает пятерка пентаклей. Карта говорит о том, что страхи о деньгах, они только их уменьшают. Да? То есть чем больше мы страшимся, чем больше мы боимся, тем быстрее исчезают деньги, тем меньше у нас возможностей для заработка и так далее. Карта говорит о том, что деньги приходят только тогда, когда мы имеем веру в то, что у нас все необходимое для жизни будет. То есть, по сути, вся вот эта вот нестабильная ситуация и время перемен, оно нас учит правильно относиться к жизни, иметь вот такой вот внутренний стержень, внутреннюю веру, что нас поддерживает высшая сила, что мы не брошены, не оставлены, что у нас всегда будет все для того, чтобы мы были
там сыты, да, чтобы у нас была крыша над головой и все остальное. Если же мы подвергаемся, поддаемся страху и панике, то мы можем терять вот эти источники дохода, потому что жизнь нас, как бы учит, она направляет нас, чтобы мы правильно воспринимали вот деньги, чтобы мы их воспринимали как средство для того, чтобы мы существовали. То есть это просто энергия, да, не нужно слишком большого значения им придавать для того, чтобы они у нас были. Кроме того, вот эта карта, она часто связана с реализацией своих творческих планов, да, когда вы чувствуете себя, когда вы знаете, что вы хотите, когда вы знаете свое предназначение какое-то, воплощаете в жизни или хотя бы в поисках его находитесь, вам всегда приходят деньги, карта говорит. Для тех, кто работает, у кого зарплата, здесь карта звезды, и здесь действительно может быть из нескольких источников будут приходить деньги. Кроме того, может быть какой-то новый поворот в жизни, да, вот здесь у нас как кризис такой, и появляется вот новая возможность в финансах, и вот эта сфера, она вот на этой неделе именно разворачивается, поворачивается. Может быть, даже вот то, о чем вы мечтали, да, оно наконец начинает к вам приходить. Может быть, не на этой неделе, да, но в ближайшее время это возможно, если вы исправите вот свое отношение к деньгам. Для тех, у кого свое дело, кто своим делом зарабатывает, выпадает карта облака, и здесь, конечно, могут быть неопределенные пока ситуации с деньгами. Да, у вас здесь могут быть большие перемены, и в будущем может быть улучшение, но пока что вполне возможно еще кризис продолжается, вот именно в финансах. Он еще, как бы в финансах еще не проявляется улучшение. Здесь пока еще может быть непостоянство, здесь еще может быть пока какие-то неопределенные ситуации. Но в любом случае, смотрите, карты говорят о том, что нужно опасаться обмана. Если у вас какие-то сделки очень крупные, серьезные, да, то нужно все очень хорошо проверять, потому что может быть кто-то воспользоваться вот этой ситуацией в своих интересах и вот в конфликт с вами, да, ваши интересы могут вступить в конфликт, поэтому будьте осторожны, все проверяйте. Не доверяйте вот слову, нужно обязательно, чтобы все было подписано, чтобы все было на бумаге. Читайте внимательно, чтобы не было никаких ошибок в документах и так далее. Хорошо пригласить специалиста. Вот по этой карте очень важно, чтобы был человек, который со стороны, который непредвзято на все смотрит, чтобы он был без эмоций, чтобы не было у него заинтересованности. Ну и, конечно, стараться подходить ко всему разумно. Как совет выпадает карта Луны, и здесь нужно держать эмоции под контролем. Нужно понимать, что жизнь бывает разной, то приятно, то неприятно, то легко, то трудно, и это нормально. То есть мы как бы от одного к другому движемся. Это все равно наша жизнь, это все равно наш путь, и мы не можем только одним как бы приятным жить, да? Нужно когда-то и момент кризиса, чтобы мы могли развиваться. Поэтому нужно хотя бы просто вот принять эту мысль, может быть, даже на эмоциях это еще пока не отразится, но постараться просто вот для себя это принять, и уже станет легче. Кроме того, вот эта карта Луны, она связана у нас с какими-то ограничениями. Допустим, вот время нужно побыть там дома, либо нужно подождать, когда вот эти ограничения снимутся, либо вот нужно пережить момент, когда есть неопределенность. И вот карта говорит о том, что не нужно принимать это слишком близко к сердцу, нужно уделять просто сейчас больше времени себе, своему здоровью, побыть с близкими, да. Если вот нет возможности, допустим, что-то реализовать, какие-то задержки, непонятная ситуация, вот нужно просто переключиться и вот в таком состоянии расслабленном побыть, просто отдохнуть. Друзья, желаю всем прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!